насколько сейчас правомерно говорить вот о какой бы то ни было существующей традиции, может, продолжении традиции национальной литературы. Вообще в русской литературе есть большие проблемы с словом «национальный». Да? Мы, в общем, считаем, допустим, там, Толстого и его рассказы о Кавказе или Лермонтова «Игра нашего времени» русской литературой, хотя вот там вроде бы есть вполне себе национальный колорит. С другой стороны, сейчас мы, например, читаем книги Алисы Ганиевой или Гузели Яхиной, смотрим на них и думаем, ну это же, наверное, как-то вот не совсем про Москву, да, как-то вот что-то такое непонятное, что-то такое, какой-то национальный колорит присутствует, наверное, какая-то другая литература. Вот как для вас ваши книги являются ли чем-то немножко в другом русле, уходящем из такой магистральной русской литературы, и вообще правомерно ли применительно к русской именно литературе говорить о вот таком вот небольшом разделении? Ну, честно говоря, для меня слово «национальная литература» — это словосочетание несет заранее какие-то негативные, скорее, коннотации, даже снисходительные. Потому что любые рамки, любая формальная дифференциация, она несколько сужает писателя, да, его возможности, его тематические, сюжетные, стилистические возможности. Поэтому оценивать других с этой точки зрения, конечно, легко. Гораздо легче распределить по полочкам, поставить Фазилия Искандера, допустим, на полку национальной литературы, а Людмилу Улицкую, допустим, совсем на другую полку. Это все объяснимо, но, с другой стороны, тот же Гоголь, наш любимый, говорил, что народность заключается вовсе не в описании сарафана. И где те критерии, которые разделяют национальную литературу от ненациональной, тоже вопрос. Вообще у меня это словосочетание ассоциируется плотно еще с соцреалистической литературой, с советскими традициями всех этих союз-писов, с национальными отделениями. И были, значит, большие русские классики, были, значит, скажем так, младшие братья, которые писали о нацокраинах в том же соцреалистическом ключе. Сейчас все изменилось, и мне кажется, и книга Гузели Яхиной, и, в принципе, то, чем занимаюсь я, это безусловно, русская литература, хотя в декорациях, скажем так, в декорациях той или иной национальной провинции Российской Федерации. И в моем случае, конечно, я широко использую и эксплуатирую, даже как некоторые выражаются, ту фактуру, ту национальную фактуру, которую я наблюдала в течение 17 лет своей жизни в Республике Дагестан на Северном Кавказе. Фактуру не только сюжетную, не только какие-то перипетии, там, религиозные дрязги, матримониальный институт, как, значит, люди справляют свадьбы, похороны и так далее. Я еще работаю с этим на языковом уровне, на лингвистическом, и для меня это очень важно. Литература — это в первую очередь язык, это не только, конечно, остросюжетность, чего я совершенно не избегаю. И, наверное, некоторых вот эти мои диалоги на своеобразном молодежном дагестанском сленге или еще какие-то языковые обороты, да, на дагестанском русском, скажем так. Некоторых они шокируют, и, может быть, многих именно это и заставляет меня причислять, допустим, к дагестанской литературе или к национальной, но я от этого открещиваюсь, вот сижу, открещиваюсь, не знаю, объективно, субъективно, но я себя чувствую именно русским писателем. Спасибо. Мой роман о татарке, о дремучей татарской крестьянке, которую высылают на Ангару, и там она встречается, немножко раньше встречается с русским мужчиной. Собственно, вся книга — это о ней и о нем, то есть о татарке, о русском. Да, конечно, в начале книги есть очень такой густой национальный колорит, и очень много использовано татарских слов, таких экзотизмов. Но, в общем-то, наверное, я тоже, как и Алиса, не могла бы отнести свой роман именно к татарской литературе. Мне кажется, я надеюсь, это просто литература. Насколько уместно вот так вот ставить какие-то границы и, как сказала Алиса, полки, не знаю. Но вообще, в принципе, в татарской культуре традиции романные, они практически отсутствуют. У нас были очень хорошие традиции в драматургии, в поэзии,
А роман пришел как форма, наверное, с приходом советского исторического периода. И если говорить обо мне, то я выросла, конечно, на русской классике. При этом, как и все мы в Татарии, в Казани, мы вырастали не на одной ноге, а на двух ногах, то есть на русской культуре и на татарской культуре. И для меня вот роман Достоевского или стихи Пушкина, они также часть меня, как и, допустим, сказки Будулы-Тугая или татарский национальный эпос. Поэтому для меня такая граница, она немножко странная. Поэтому, мне кажется, это просто роман. Спасибо большое. Друзья, я напоминаю, что мы очень любим вопросы из зала. Если вдруг у вас есть вопросы, то достаточно поднять руку, и мы будем кидаться микрофонами в зал. Вот уже сразу есть вопрос. У вас, пожалуйста. Добрый день. Алиса, скажите, пожалуйста, вы по ходу рассуждений причисляете себя к русским писателям? То есть литература русского мира. Что, на ваш взгляд, мне просто это интересно, вот от вас, как молодого человека достаточно, ваше мнение, чем отличается русская литература сегодня от нерусской, то есть от литературы нерусского мира? Пишется тот или иной текст. Я уже упоминала то, что мои диалоги пестрят диалектизмами или какими-то жаргонизмами с национальным колоритом, но есть авторский язык, мой авторский язык, на котором я разговариваю или разговаривает мой рассказчик или рассказчица, и это, безусловно, нейтральный современный русский язык. Что касается более глубокого подхода к этому вопросу, то тут, конечно, сложно. Дело в том, что когда я говорила о том, что считаю себя русским писателем, я предполагала, что может возникнуть вопрос, а кто тогда предшественник, на кого я, собственно, ориентируюсь, и где-то родословная, куда она уходит корнями. И я, как и Гузель, тоже росла в основном на русской классике, но, тем не менее, мне очень сложно представить конкретный текст в русской литературе или конкретного русского классика, который бы стал, ну, скажем, таким, который бы инициировал мои тексты как-то, каким-то образом. Потому что мои тексты — это, наверное, экспериментальная литература в каком-то смысле, потому что у меня не было предшественников ни на моей малой родине, скажем так, в Дагестане, где, собственно, романная форма — это явление совершенно новое, явление советского времени. Если поэзия там насчитывает несколько веков существования, то имеет свои глубокие традиции, то с прозой гораздо все сложнее. Есть фольклор, есть сказки. Что касается авторской прозы, это... Но максимум она насчитывает 100 лет существования и только. И то, что есть, это, конечно, определенные каноны. Литература до сих пор в понимании местных читателей, возможно, не только в Дагестане, я с этим сталкивалась и в других российских городах. Литература — это что-то высокое, это повествование о героях, это то, что должно нас учить. Например, многие ожидают, что мои книги, например, должны к чему-то вести, ставить какой-то пример, показывать какие-то вершины или, наоборот, какие-то образцы. Я, на самом деле, всячески отстраняюсь от этого. Я совершенно не хочу писать что-то дидактическое, быть учителем. И мне кажется, литература в этом смысле никому ничего не должна. И поэтому некоторых это тоже разочаровывает. Например, многие читатели на Кавказе именно поэтому и возмущались, что как же так, где же эти гордые джигиты, грациозные горянки и снежные вершины? Почему вы пишете о жизни улиц? Почему вы выворачиваете какие-то грязные стороны современной жизни? То, что людям не нравится, то, от чего они устали в повседневности, то, от чего они стараются прятаться, те же какие-то актуальные стороны, вроде спецопераций, религиозных расприй, консервативного сознания, роста и, скажем так, исламского возрождения. Все это людям хочется, от этого они прячутся в жизни, им не хочется об этом читать в художественной литературе. Художественная литература — это то, что охраняет от всего этого, от этого черной пелены реальности. А тут я, получается, нарушаю все эти каноны и довольно грубо их нарушаю, несмотря на то, что я не пишу чернуху, я стараюсь вносить и юмор в свои тексты, и
опять-таки, экспериментировать, но приходится сталкиваться со старыми, с устаревшими ожиданиями читателя. Может быть, это и есть то, что отличает современную русскую литературу от современной национальной, что национальная сохраняет больше вот этих консервативных черт, ожидания. И национальная литература часто продолжает быть такой, что ли, дидактической. Спасибо. А можно я Гузель тоже прошу ответить на этот вопрос, потому что когда Гузель отвечала на первый вопрос, она сказала, что это не национальная, это вообще литература. Вот Алиса сказала, что есть национальная и русская. То есть она включила себя в русскую литературу. А вы сказали именно о литературе вообще в целом. Означает ли это, что в принципе нет градации между там, русской, американской, французской, немецкой литературой сейчас? И тем более национальной, там уже в пределах одной русской литературы. Давайте я скажу только о своей книге. Когда я ее писала, я просто писала роман, я просто писала историю, которая меня волновала. И, честно говоря, не задумывалась над тем, каким традициям я следую ли я им. Я просто писала так, как я чувствую, и, собственно, получилась книга. Поэтому, наверное, на ваш вопрос лучше ответить литераторы, если они захотят. Но, в принципе, я просто писала роман, просто писала книгу. Спасибо. Есть еще один вопрос? У меня вопрос, наверное, к обоим авторам. В обоих романах есть валенные, похоронные, то вот у вас есть и сказки, и очень много разнообразной татарской нечисти, которые герои пытаются и иногда даже видеть в лесах на Ангаре. Вот когда и как вы сталкивались с этим фольклором? То есть это какие-то кабинетные библиотечные исследования, или это ваши бабушки рассказывали, или это рассказывал кто-то еще? То есть вот фольклорная традиция, это было еще в вашем детстве или в жизни, или это вот научное исследование вопроса? Я могу сказать, допустим, в Москве или в каких-то других российских городах это очень экзотично и странно, и немножко чужеродно. А для тех читателей, которые в Казани или в Татаре, для них это настолько родное, и это был для меня лучший комплимент, когда говорили: «О, точно, вот такие вот черепа, как у вас в книжке, висели у меня бабушки и дедушки». То есть это просто такие, узнаваемые вещи, которые не знает, он их узнает. Вот. То есть это то, что впитано, хорошо, не с молоком матери, но то, что действительно в детстве нас вложили наши мамы, бабушки, дедушки, то, что мы прочитали сами, когда научились читать. Это просто часть нашей жизни, и я ее вложила в книжки. Да, в моем случае это, наверное, комбинация того и другого. Вот в «Женихе и невесте» на самом деле, наверное, не так много фольклорного материала, но вот в предыдущей книге «Праздничная гора» на этом многое было построено, и помимо того, что я так же, как и Гузель, слышала в детстве, я провела некоторую разыскную работу, я ходила, искала какие-то утерянные, забывающиеся, скажем так, полевые материалы этнографов, но к сожалению, это все, это то, что теряется, и то, что мне таким образом потом уже, я была рада, что я таким образом это зафиксировала, потому что, не знаю, как в Татарстане, но в Дагестане довольно остро встает проблема защиты такой аутентичной культуры, в том числе дописьменной, этнографической, потому что защитники и представители так называемого чистого ислама, они все это отрицают и считают чем-то, каким-то шаманизмом языческим. Периодически в разных поселках представители мечетей приходят в дома и запрещают жителям следовать тем или иным национальным традициям, там, допустим, раздавать подарки приходящим на похороны, что испокон веков практиковалось в Дагестане, но это не соответствует шариату. А так как сейчас у нас растет вот это соблюдение шариата и в связи с тем, что, опять-таки, исламское государство и все прочее, и людей таким образом отучают, им запрещают, их память таким образом подвергается довольно-таки насильственному воздействию, и особенно этот эффект заметен на моих ровесниках. Если наши бабушки что-то, конечно, в большом количестве помнят, то мои ровесники, читая мои книги, многое даже и не узнавали, в отличие от читателей Гузель, что печально. Вот. И хотелось бы, чтобы это все сохранялось. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, друзья, если есть еще вопросы. Мои вопросы будут основаны на том, что вы уже сказали, потому что вот какие-то вещи сразу цепляют слух. Алиса, вы только что сказали, что в связи с
исламским государством, да, как-то шариат и мусульманство в Дагестане становится более жестким. Это действительно так? Не то чтобы в связи, есть скорее взаимосвязь? Параллельные процессы происходят. С одной стороны, мы, конечно, все меньше и меньше, слава богу, видим негативных сюжетов в новостях о регионах Северного Кавказа. Связано это с тем, что действительно уменьшилось количество всяческих там взрывов и покушений на полицейских, именно потому что многие самые такие, скажем так, сорвиголовы, они уехали в тот самый ИГИЛ или в Сирию, и некоторые занимают там довольно высокие посты, прорвались в правительство, потому что многие из них действительно начитанные, вот та самая борьба люди. С какими-то коренными традициями, которые вы сказали, она действительно происходит? Да, борьба с коренными традициями, это не, к сожалению, это происходит не только на территории России, да, на Северном Кавказе. Это происходит во многих очагах современного мира и на Ближнем Востоке. В общем, всюду, где надвигается, скажем так, этот монотеический такой жесткий ислам. И да, это черта современного времени, последних лет. И, к сожалению, да, это одна из главных тем, получается, моих текстов. Спасибо, спасибо. Гузель, вы сказали, на этот вопрос лучше ответят литераторы. А вы не литератор. Я начинающая, кстати. Я не волшебник, я только учусь. То есть вы не считаете себя литератором? Профессиональным, наверное, нет. Потому что я написала одну книгу, и это все, собственно, что я сделала. А вы стремитесь к тому, чтобы быть литератором? Вам бы хотелось быть литератором? Мне бы хотелось писать истории. Мне очень интересны человеческие истории, и каким языком их рассказывать, языком литературы или языком кино. Ну, я просто сценарист по образованию, и вот сейчас я пишу сценарий телевизионного фильма. В общем-то, не то чтобы нет разницы, но это одинаковое удовольствие. Поэтому моя надежда, что я смогу этим заниматься и дальше, я бы хотела именно рассказывать истории. Это то, что мне нравится больше всего. Спасибо. Пожалуйста, друзья, еще вопросы? Если можно, я спрошу вот какую вещь. Вас объединяет не только то, что вы пишете о, скажем так, не о том, о чем обычно пишут писатели, представляющие книги, да, все-таки у нас, по крайней мере, несколько лет назад было такое яркое явление, что практически все книги разворачивались в Москве, то есть вот в самых разных, не обязательно в Москве, но в такой средней полосе, в больших городах, преимущественно, очень часто именно в Москве, может, в Петербурге, да. Вас объединяет еще и то, что вы дебютировали с этой темой, с национальной темой очень ярко, и в общем и целом можно провести такую некоторую параллель, да, скажем, еще с Германом Абдуллаевым, который тоже писал далеко не только о чеченской теме, но дебютировал с ней и начал с нее. Вот как вам кажется, Алиса, у тебя уже вышла третья книга, если я правильно помню, а у вас только первая, и вы еще пока не очень определились с планами. Но насколько вот эта национальная тема позволяет, с одной стороны, платформно себя развивать в нескольких книгах подряд, и насколько она позволяет из себя как-то вот уйти, да, то есть вот насколько глубоки корни, грубо говоря, насколько хочется писать о том, что хорошо знаешь, что видел, что как-то входит интересный клин с тем, что ты видишь вокруг себя, живя, там, скажем, в Москве, как в большом современном городе, или насколько хочется вот убежать от традиции, потому что, это такая одноразовая, грубо говоря, дебютная вещь. Как часто говорят, что авторы дебютируют с книгой о себе, да, вот они написали там историю своей жизни, а дальше они пишут, скажем, о чем угодно, уже так набив руку. А вот, как вам кажется, здесь национальная традиция, она держит, или от нее нужно пытаться, она держит, и это хорошо, или она держит, от нее нужно попытаться уйти? Вот такой вопрос. Мне, кстати, периодически задают такие вопросы, когда же, наконец, вы перестанете писать о Дагестане. На самом деле, я ведь пишу, не то чтобы я пишу о Дагестане, это просто декорации разных человеческих историй, ситуаций, которые, допустим, вот в этой конкретной географической точке приобретают особенно абсурдный, такой гротескный размах. По сути, это часть России, и ситуации, которые там происходят, касаются всех, кто живет, не только в России, но и за пределами. С другой стороны, у меня нет каких-то далеко идущих планов задерживаться на этой теме, и я вообще стараюсь не строить планов, не привлекать сюда никакую внешнюю стратегию. Да, вот ближайшие 5 романов будет об этом, потом я напишу любовный детектив, а потом перейду к хоррору или там к эротическим рассказам. Я даю волю интуиции, пока вот так вот. Но мне кажется, что вот последняя книга «Жених и невеста», в ней гораздо меньше того, что можно назвать этнографизмами, да, там меньше сносок, там
меньше того, вот карнавала голосов, героев, каких-то местных каких-то деталей, да, и там больше собственной сюжетики, собственно, больше истории конкретного жениха и конкретной невесты. Да. Наверное, я двигаюсь именно в сторону отхода от такого бульона густого национального. Мне кажется, нужно писать о том, о чем ты хочешь писать, о чем не можешь написать. И я написала вот 1 роман и 3 сценария больших. И все эти вещи, они о том, как сталкиваются культуры. Наверное, для меня, как человек, выросшего в Казани, и вообще считаю себя, может быть, казанской писательницей больше, чем татарской, для меня эта вот тема столкновения культуры, она крайне важна. Это то, что меня очень волнует. И мои сценарии, они не только о татарах и русских. Там есть русские немцы, там есть чуваши русские. То есть это момент скрещения 2 культур, может быть, 3 культур, момент сцепления Востока и Запада, момент преломления вот этого. Вот именно эта точка, она мне всегда самая интересная. Поэтому я не могу сказать, что я буду, хочу писать только о татарском. Нет, но мне хочется писать о том, что такое Восток плюс Запад, или Восток минус Запад, или Восток против Запада. Вот это мне очень интересно. Спасибо. Есть еще один вопрос. Алиса, у меня к вам предложение в следующей теме. Занимает ли большое место в культурном ландшафте Дагестана? Я уверена, что да, но помимо того, что Восток плюс Запад и Дагестан плюс Россия, это, конечно, и Россия советская, и Россия постсоветская. То, что творилось в Манжи в прошлом году и сейчас, это отражение всей истории России уникально. Просто я помню, как одна моя студентка, выросшая в Нальчике, рассказывала о том, как можно играть «Спартак» Нальчик, когда просто все сообщество, весь город приходит на стадион, и это отдельный жанр жизни. Они не смотрят футбол, они просто живут в сообществе. Да? Вот в этом плане у меня к вам такой вопрос: сталкивались ли вы с этой культурой, или это исключительно такое мужское занятие, и девушки не очень в это инкорпорируют? Ну, вообще тема, которую вы подняли, она, возможно, была бы хорошим таким зачином для популярной книги нон-фикшн, скажем так, журналистского такого исследования. Не уверена, что я именно тот человек, который мог бы за это взяться, но, безусловно, Анжи — это такой стратегический, смыслообразующий момент в современной дагестанской жизни. Вот. Но я бы тут добавила еще, кстати, к предыдущему вопросу, к тому, что говорил Кирилл. Я просто недавно была в Сибири на Канском фестивале. Есть такой городок Канск в Красноярском крае. И там в местном драматическом театре местные актеры ставили отрывки из моей книжки, собственно, из «Жениха и невесты». Говорили они даже со своим таким сибирским налетом. Люди, понятное дело, совершенно русской, сибирской наружности. И у меня было такое очень странное ощущение. То есть они, собственно, своим существованием, своим обликом и манерой говорить, они сняли, казалось бы, весь национальный налет. И когда я смотрела с удивлением на то, как они делают эту читку, они читали по ролям отрывки из романа, мне казалось, что это какой-то немножко другой текст. Ну да, он довольно закрученный и интересный, это похоже на пьесу, действительно, но как будто бы это происходит где-то в России, вовсе не в Дагестане. То есть на самом деле вот этот национальный колорит и национальность, скажем так, даже не знаю, какое тут существительное подобрать, национальная составляющая текста — вещь очень призрачная. Вот, когда ты читаешь, ты представляешь одно, а до этого прочитать кому-то рыжему и конопатому получится совсем другое. Вот, поэтому все зависит от ракурса. Спасибо. Друзья, у нас, к сожалению, уже пошло дополнительное время в нашем импровизированном матче Анжи-Рубин, который вот сегодня характеризует Алиса и Гузель, поэтому мы вынуждены сейчас переместиться будем для общения с ними в зону для автограф-сессии. Давайте поаплодируем нашим 2 прекрасным гостям: Алисе Ганиевой и Гузель Яхина. Сегодня говорим с вами о национальном романе, о том, насколько это правомерный термин. Сейчас с удовольствием подпишут свои книги для вас. Напоминаю, что книга Гузель Яхина называется «Издалека открывает глаза», а книга Алисы Ганиевой, новая книга, называется «Жених и невеста». Но у нас на стенде они продаются обе, и у вас сейчас есть прекрасная возможность их приобрести и подписать. Проходите на автограф-сессию вот туда, в зону для автографов. Здравствуйте. Здравствуйте. Александра.
Приходи, приходи. Сюда, сел. Жду тебя. Спасибо огромное. Спасибо. Да, и дальше ждем ваших. Да. Это вам отдали сразу. Спасибо большое, как приятно. Берите мне книгу с удовольствием. Кому? Александре. Мне сын ровесник. Такой половину дагестанец. Я исключительно славянский. Недавно он мне сказал, что он чувствует. Я за ним слежу, кстати. Я приехала сюда сегодня к выходу, потому что он писал рассказы книжку. И он мне недавно заявил, что он чувствует себя кавказским мужчиной. После знания языка в Дагестане был детский. У меня есть... Я не понимаю, как это. Все, кончились. И у Флинской тоже, да. Ну, да, мне очень хочется иногда даже найти какие-то вещи в интернете. Это ужасно, потому что Дагестан так далеко на самом деле. А вы не знаете, из какого города? Как? Вы знаете, это был отец, его был очень... Узнала, что вы выступаете. Вот под конец так успела, пробежала, поэтому... Кому? Танзиля. Куда слышите? Слушайте, вот мне самой безумно интересно. Нравится занимает практически полгорода. Огромное количество изданий на эту тему. И вообще каждая семья, наверное, с самой той поры, с самого того дня, как у них рождается отпрыск, она озабочена тем, как бы женить или выдать замуж. И, конечно, вот этот традиционный подход к этому вопросу, он сейчас сталкивается с современным подходом. Не все хотят брать девушку, ту, которую предлагают родители, многие знакомятся по интернету, и возникает некоторый конфликт в каких-то случаях. С другой стороны, если традиционно свадьбы праздновались несколько дней в горах, то сейчас все это переместилось в город, приобретает такой абсурдный несколько размах, когда снимаются конвейером большие банкетные залы, приходит 600-700 человек. Конечно, это огромные расходы для семьи, некоторые люди даже продают жилплощадь, но в любом случае это большая тема, ее трудно избежать, снимают банкетные залы за определенное число, потому что это нужно делать заранее, за полгода, чтобы найти хорошее место, и ставить цены перед фактом, что зал снят, и нужно найти невесту по определенному числу. И вот дальше происходит вот это традиционное изучение списка невест. Это уже фокусы, на мой взгляд. А вот 2,5, 3, 4... Игорь, скажите, насколько вот литература, которая вышла в интернет, отличается от литературы, которая существует в виде книг? Вот многие, особенно когда начиналась только такая повальная интернетизация, когда только появился журнал, было мнение, что вообще сейчас произойдет некоторый переход литературы в новую форму, совсем в новое состояние агрегатное, да, вот будет сетература, так называемая, будет совсем другая литература, и вроде бы этого не произошло, по крайней мере, книжки по-прежнему выходят, да, а в сети как-то все немножко затухло. Дело даже не в том, что они выходят, вообще электронные книги это не больше 10% от общего объема напечатанных книг, то есть 10% электронных книг, соответственно, 90% вот таких. Дело не в этом. Авторы пока еще не освоили сетевую литературу. Я пытаюсь это делать. Сетевая литература, в принципе, другая, чем такая литература, чем обыкновенная. Она, прежде всего, подразумевает интерактивность. Она подразумевает ответы читателей, скорую реакцию читателей на то, что написано, и, как ни странно, возможно, даже ответную реакцию автора в следующем рассказе, а иногда даже в каких-то комментариях к этому рассказу. Но все к этому идет. Но понимаете, в чем дело? Как в культуре все получается? Что в культуре один раз, вот в культуру нужно заехать,
И уже оттуда это никуда не денется. Понимаете, когда-то очень давно, в X веке там, до нашей эры, стали делать мраморные статуи, круглую скульптуру. И вот они так и остались до сих пор, понимаете, их никто не отменил. Никто не отменил картины маслом, кино не отменило театра, телевизор, видеофильм не отменил кинематографа. Так же, как сетевая литература не отменит традиционную литературу. И рукописная литература тоже осталась. Сейчас остались же дневники какие-то, ежедневники с разными заметками, же их никто не выбросил, не заменил их на эти самые, на аутлуки. Так что все нормально, не страшно. Вы сказали, что вы начали писать поздно совсем, и поэтому вам так хочется больше рассказать. Означает ли это, что ваши рассказы опираются на реальные истории жизни, а у героев есть прототипы? Вы знаете, в каком-то смысле да, конечно, опираются на реальные истории жизни. Все это пережито, перечувствовано, все это почти все случилось. Ну, не точно, конечно, вот прямо вот один в один с прототипами, что прототип может сказать мне, что ж ты про меня выболтал всю правду. Хотя и такое тоже случается. Нет, это все как-то складывается, тасуется в голове, как-то мозаика какая-то. Но, в общем, конечно, это все не из пальца высосано, понимаете? Это все из жизни. Не знаю как, я думаю, что у всех писателей так из жизни, но более или менее. Даже у тех, кто пишет фэнтези или исторические романы, это все равно это переплавка их опыта. Тут никуда от этого не денешься, мне кажется. Но при этом ваши рассказы преимущественно это рассказы об отношениях людей. Вот неужели существует в жизни, в любой жизни столько сюжетов для самых разных, все равно 400 рассказов? Вот мне кажется, знаете, что типологии же существуют, да, отношения типичны, в общем-то. Больше. Ну, во-первых, я написал уже не 400 рассказов, а под 1000. А во-вторых, конечно, существует, безусловно, потому что мы же не можем сказать, типологизировать, так вот рассказывать чисто по сюжетам. Как говорил старина Мюллер, так сказать, они встретились, она сказала, он передал, понимаете? Мало, ведь дело идет в основном, что именно произошло, какие чувства, какой за этим, так сказать, какое у этого всего предыстория, предисловие была, какие. Это все очень важно, и все это, конечно, делает, знаете, как говорится, это как бильярд. В нем сколько там шаров, там, по-моему, кто помнит, кто играл в бильярд? 16 шаров, а может, вот, однако комбинаций бесчисленное множество, понимаете, больше, чем в шахматах, наверное, даже. Вот, и хотя вроде бы одинаковые шары. Спасибо. Друзья, пожалуйста, если у вас есть вопросы, то можно поднимать руку и задавать вопросы Денису Драгунскому. Прекрасная возможность сейчас с ним пообщаться. У меня есть вопрос, если позволите. Вот мой коллега все разменивается на мелочи, какие-то формат, страница, вот литература, такая литература. А мне хочется сразу по-крупному пойти. Я очень люблю Дениса Драгунского публициста, в первую очередь, и очень ценю Дениса Драгунского публициста. Я опущу вопрос, кто виноват тут, и так все понятно. Мне хочется спросить, что делать? Что делать, по-вашему, Денис Викторович? Делать где? С чем? Делать везде. Пусть будет прямо так сформулировано. Коротко и неопределенно. Можете точно так же неопределенно ответить. Ну, как я отвечу, как блаженный Августин отвечал, сказать, делай, что должно, а там пускай будь что будет, понимаете? Ну что можно делать? Каждый себе по душе выбирает свой какой-то внутренний долг, внутреннее движение. Главное, нужно делать все это честно, не врать себе самому. Ну и окружающим по возможности. А так все получится. Я попытаюсь перейти к более крупным категориям. Вопрос о публицистике не встречал. Насколько Facebook, куда вы часто пишете на самые разные темы, и там такие есть забавные истории, рассказы, похожие на ваши рассказы, есть какие-то отзывы на то, что происходит каждый день. Вот насколько Facebook отличается от ЖЖ, или вы продолжаете здесь вот пишете то, что писали бы сейчас в ЖЖ, если бы ЖЖ вот не перестал быть главной платформой? Нет, я и в ЖЖ пишу, но я обычно дублирую. Если я что-нибудь пишу длинное, помещаю в ЖЖ и в Facebook тоже. Он отличается, конечно, по структуре, по своему интерфейсу, поэтому Facebook в каком-то смысле удобнее. У ЖЖ есть только один плюс по сравнению с Facebook, у ЖЖ возможны треды. То есть вопрос, ответ на ответ, вот так вот эти бесконечные косички комментариев, когда их слишком много, это путает. Когда их где-то до 10, то, в общем, это даже в этом интересно разбираться.
Но Facebook же неудобен тем, что в нем нельзя просто сказать там, что называется, поставить плюс. Нужно обязательно что-то ответить. Поэтому в этом смысле громоздче. Вот. У нас есть вопрос. Пожалуйста. Вы делаете в сети, именно в Facebook, у меня такое ощущение, что это такая творческая мастерская, учитывая вас как мастера короткого рассказа. То есть подпитываетесь ли вы этим? И второе, если возможно, ваш прогноз, отобрет ли печатная книга в том плане, как развиваются социальные сети и рынок электронных книг? Спасибо. Пожалуйста. Да, меня что ли, чувствами подпитывает. Еще Facebook мне позволяет не быть, так сказать, не благодушествовать. У меня очень много друзей и подписчиков, и я практически никого, но очень редких случаях людей вычеркиваю из этого списка и, как говорится, блокирую, потому что я хочу знать, как на самом деле, так сказать, дышат читатели, что они на самом деле хотят. Вот. Что касается, отомрет ли печатная книга, да, безусловно, но очень не скоро. Но очень не скоро, потому что, ну, не знаю сколько. Вообще сейчас все быстрее происходит. Ну, понимаете, отмерла же книга на глиняных табличках. Потом отмерла же рукописная книга. Также отомрет и печатная, но если рукописная книга отмирала, книга на глиняных табличках, неизвестно сколько, но она отмирала лет 1000, наверное. Книга рукописная отмирала, вот я вам уже как специалист скажу, она отмирала лет 200, не меньше, самая маленькая. То есть еще в 17 веке, хотя изобрели в 15 веке книга печатная, но еще в 17 веке рукописные книги, они были очень распространены, и их, так сказать, больше того, в самом начале, где-то в конце 15-16 века, рукописная книга была в производстве дешевле, чем печатная. Печатная была скорее фокус такой, понимаете, такой вот ремесленная такая поделка интересная. Вот. Отомрет, да, ну, не знаю, 100 лет, наверное, пройдет, 200. Но отомрет не окончательно, потому что печатная книга все равно останется как какой-то сувенир, ну, я не знаю. Может быть, будут любители печати. И снова появилось, например, сообщество людей, которые пишут письма авторучками такими перовыми и посылают их по почте в конвертах. Есть такие люди. Скажите, а вы готовы осваивать новые технологии? Вот появятся завтра новые социальные сети, новые формы. Вы готовы это осваивать? Готов, безо всякого сомнения. Я все время их осваиваю, я готов. Я безо всякого. А если они будут предполагать изменение формата непосредственно литературного, да, как-то его, я не знаю, сливать его с другими форматами, я не знаю, с музыкой, с живописью? Посмотрим, ради бога, с живописью, с музыкой я не очень хорошо пою. Об этом даже мой папа написал рассказ «Слава Ивана Козловского», так что с музыкой у меня вряд ли получится, а вот с живописью нарисовать чего-нибудь, фотографию вставить. А почему нет? Надо смелее, смелее надо. Смотреть, что получится, делать, пробовать, тыкать пальчиками, смотреть, что получится. Спасибо. Есть еще вопросы? Есть вопрос у Дмитрия Быкова. Дмитрий Быков — это уникальный наш читатель сейчас, это единственный, точнее, Денис Драгунский, уникальный читатель, у которого Дмитрий Быков сидит в зале. Денис, вот можете оценить масштаб. 7 лет назад в интервью о Ганди знал, но это бог с ним. А что будет потом? Куда я знал, мне трудно сказать. Мне Дэн Сяопин во сне приснился и сказал. Вот. А что будет потом? Ну, потом будет довольно сложная проблема с... в Китае какие-то проблемы, которые вызовут беженцев к нам. Вот. Так что проблем может быть куча, может быть военная, может быть они попытаются свой пузырь, так сказать, обратно расхлопнуть, восстановить мощь Поднебесной путем военной какой-то истерии. Может, они захотят на Тайвань напрыгнуть, а может быть напрыгнуть на нас как раз. То есть, может быть, все что угодно. Это очень такая опасная на самом деле штука. И она значительно важнее для нашего будущего вот, положения на дальневосточном фланге, а также совсем на южном, на узбекском фланге. Значительно важнее положение на европейском фланге. Вот. Это может там быть самые ужасные последствия. Но будем молиться Богу, будем надеяться, что нас в который раз пронесет, как всегда проносил.
Действительно, вот такой вопрос. Насколько формат рассказа, и тем более вашего короткого рассказа, позволяет вот такие публицистические детали? Или здесь нет места? То есть история героев — это именно история максимально не распространенная, как предложение, то есть такая короткая основа, и вот конкретных каких-то деталей, там, узнаваемых знаков 2014 года или 2015 года в них быть не может, или наоборот? Может. У меня есть рассказы очень короткие, которые при том, что они очень фабульные, они, например, абсолютно полны. Вот у меня есть рассказ, который, так сказать, любят читатели, называется «Гидроплан». Он весь абсолютно рассказ, так сказать, 1914 или 15 года, весь состоящий из узнаваемых деталей этой, так сказать, нашей эпохи, мелких подробностей быта, типа того, там, паштета, салата, там, понимаете, все такое. Вот. Есть рассказ, например, под названием «Полулюкс», он, наоборот, полон подробностей вот 80-х годов, так сказать, вот гостинично-пансионатской жизни. Так что хватает, конечно, хватает места. Вот. Спасибо. Друзья, если у вас еще вопросы, можно их задавать Денису Драгунскому. У нас еще есть немного времени для нескольких вопросов. Ваше отношение к Бунину? К Бунину? Да. Наше отношение к Бунину, Владимиру Владимировичу Бунину, хорошее отношение, хороший писатель. Спасибо. Очень. Друзья, присоединяйтесь к Дмитрию Гукову, задавайте вопросы Денису Драгунскому. Хорошо, я вот такую вещь спрошу. А есть ли у вас какой-то рассказ, который вот вам кажется, может быть, лучшим для первого прочтения, для первого знакомства с вашим творчеством? Какой-то такой опус магнум, хотя, наверное, среди десятков и сотен рассказов сложно. Конечно, трудно найти какой-нибудь опус совсем уже магнум, но есть такие рассказы короткие и как бы... Вот, например, у меня есть рассказ, но он, правда, очень печальный, называется «Племянник жены профессора». Это такой вот, вот этот вот самый «Гидроплан», это тоже такой вот мой, или «Полулюкс», это такие вот рассказы, вот, которые, я считаю, мои, как бы, ну, если можно так выразиться, визитные карточки. Вот. А есть просто рассказ вот о том, просто как меняется сюжет на глазах. Хотите, прочитаю? Коротенький рассказ, называется «Перспектива». «Во-первых, я замужем», — строго сказала она в ответ на предложение поужинать в ресторане. «А», — сказал он. «Но во-вторых», — беззаботно засмеялась она, — «мой муж уехал в деловую поездку». «О», — сказал он. «Но в-третьих», — вдохнула она, — «он должен вернуться на днях. Может быть, даже сегодня, может быть, он уже дома». «Эх», — сказал он, — «но это не важно. Мы могли бы поужинать, а потом куда-нибудь эдак закатиться». «Ура!» — сказал он. «Но потом он все равно бы нас разыскал», — она подняла палец. «Ну и пускай», — расхрабрился он. «Скажите, пожалуйста», — она пожала плечами, — «вы что, готовы на мне жениться, если муж меня бросит за измену?» «Готов», — честно сказал он. «Жениться на избалованной женщине без высшего образования, зато с 2 детьми?» «Да», — сказал он и взял ее за руку. «А на какие такие дивиденды вы собираетесь содержать меня и моих детей?» «Проживем», — сказал он и обнял ее. «Не уверена», — сказала она и вырвалась из его объятий. «Жаль», — сухо сказал он и отошел от нее на шаг. «Мне тоже», — сказала она и заплакала. «Пустяки, пустяки», — сочувственно прошептал он, подавая ей чистейший носовой платок. «Все равно пойдемте поужинать, но просто так, по-дружески, безо всяких обязательств и перспектив. Хорошо?» «Какой вы скучный!» — она вытерла слезы. «Ладно, но только один раз». Спасибо, друзья. Аплодисменты Денису Драгунскому. Если у вас есть вопросы, то можно пару вопросов буквально еще задать. Денис Викторович, у вас были недавно опыты в совершенно другом жанре, да? Была книга о Чехове, преимущественно вообще о русской литературе, да. И был уже такой опыт большой прозы, как бы роман «Некоторый монах». Вот да. будет ли продолжение? Да, будет обязательно продолжение. Уже сейчас я, так сказать, уже отослал в издательство АСТ рукопись новой книги. Она будет называться «Мальчик, дяденька и я», подзаголовок «Рижские рассказы».
В ней, так сказать, я как-то рассказываю о своих, ну, если говорить совсем грубо, о своих приключениях на Рижском взморье в течение, так сказать, вот с 1966 по 2010 год. Такая вот цепная такая повествование. Это вроде бы не целая повесть с сюжетом, но объединенная вот одной фигурой. А фигура, знаете, у меня есть любимый герой. Сейчас вообще любимый герой литературы, любимый герой всей современной литературы. И вы знаете, как его зовут? Правильно, его зовут я. И вот этот самый герой там, соответственно, гуляет. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Если еще вопросы. Сказал бы папа. Папа бы сказал. Папа бы сказал, что папа у Васи силен в новеллистике. Вот что сказал бы папа. Спасибо, друзья. Давайте еще раз поаплодируем Денису Драгунскому. Спасибо огромное. Напоминаем, что мы сегодня... Соловьев, да. Надо было книжку взять тоже. Пойдемте вот Друзья, там. еще раз напоминаем, что прямо сейчас у вас есть прекрасная возможность читать книги у Дениса Драгунского, у Дениса Драгунского, простите, ради бога, заговорился. У нас в гостях действительно прекрасный писатель и сын прекрасного писателя Дениса Драгунского, и сын Виктора Драгунского. Все вы прекрасно знаете того и другого. Сейчас Денис Викторович у нас и подписывает книги, в том числе новую книгу, новый сборник книг Дмитрия Моста. Для российского книгоиздания подобный проект второй на самом деле, потому что предыдущие нежные Что там на ДП?
где-то идет встреча с ними выступление. Так надо было их спросить там, в Иране. Вот моя книжка. Эта книжка, это на татарском языке. Руба Гилар. Я единственный, который пишет рубаи. На русском татарском языке. И даже меня прозвали Абар Хаям 21 века. که من یه نویسنده هستم که جواب میدم زمان شوروی کار میکردم. اسم کتابش روبایی‌لار. هم روبایی. سبکش روبایی مثل خیلی. Я называю вторым Абар Хаямом. Я пишу уже с юности. Она красивая, видите? Очень много фотографий. Это на русском языке, а рубаи на татарском языке. Her bir yigit түгел әллә батырлыгың елән санша халкының күнлек билгеле булса, шунда гына матур санаса. Перевод такой. Огневые кони, быстрые как ветры, серебряные наши стремена, давние заволжские рассветы, наши золотые времена. Это Орда. Такие или там, ну, а женщины, да. Хаям, я восхищаемся женщинами красивыми, да. Я там пишу, все женщины красивые, все женщины красивые, да. Нет, все женщины красивые, значит, что забыл, значит, нет красивых женщин, есть только красивые женщины. Все женщины как будто как цветы, а мы как пчелы на это едим. За цвета опыления я счел бы манящий и божественный интим. Да. Вот любовь. Так? Или там... И там, вот такие, как это, о мире, да, весь мир клубок превратности людей, над каждым злом, что камень на весу, спаси Аллах от подлости друзей, а от врагов я сам себя спасу. Вот здесь еще Жир Махабет Прендеса, Антуан де Сен-Изюпери. По-русски мир, земля, планета любви. Да. Да, а я бы хотел бы познакомиться с коллегой, который бы я мог перевести на русский язык. Завтра... Татарский язык могу, да, русский могу. Я в двух языках. А завтра... Да, нет, я буду здесь, я москвич. Я живу в Москве. Я москвич. Потому что у нас сколько писателей. Вот. Я хотел бы познакомиться с коллегой, подружиться и потом переводить. Я ездил весь на восток, к сожалению, в Иране не был, но очень хочу поехать. И даже с одним познакомился издателем, который обещал перевести мою книгу на фарси, английский язык. Но это проза. Я в свое время работал в Кремле, записки метода 3 Кремля. Там политика, там Хрущев, Брежнев. Я был администратором. Ну, учился в университете, работал в Кремле. Официантом, метрдотель. И учился на факультете журналистики МГУ. Потом я кончил, стал писателем, и я уже лауреат многих премий. Я еще член-корреспондент Академии российской литературы. Единственный я один татарин, мусульманин, я член-корреспондент русской литературы.
На академии. Ну, естественно, было... Пожалуйста, вот моя карточка. Это, правда, на русском языке. Вот здесь вот написано, да? Член-корреспондент. А как мы можем сделать отношения между русским художником у вас? Есть. Да. Есть. Есть у меня художник? Художник? Да, художников, да, есть галерею, да, есть, коллекционер. Да. Есть, и как это отношение бывает? Отношения, вот познакомимся, да? Да, да. Вот, обменяемся координатами, пригласим вам в гости, посмотрите выставку этих художников. Да? И взаимосвязь. Он будет потом писать на тему Ирана, близкая нам страна, она мусульманам, татарам это очень близко, мы мусульмане. Конечно, наверное, вы слышали о Мурсе Джалиле, герой, которого фашисты отрубили голову. Да, да, герой. Он писатель? Поэт, татарский поэт. Так? Он был обезглавлен, 11 антифашистов были обезглавлены Гитлером на гильотине. Как высших врагов Рейха. Вот. А я дружу с его семьей и перевел 2 стихотворения, которые были найдены в его домашнем архиве. Вот Муса Джалиль, вот он, памятник Муса Джалиля. Это в Казани. В Казани. Татарстан. Казань. Это мой портрет. Это мой портрет. Вот, почитайте. Я Ахмед Сатар. Ахмед Сатар. Я член, там написано, член-корреспондент Академии российской литературы. Очень хорошо, удачи вам. Нам было очень интересно вот, с вами познакомиться. А мне интересно познакомиться с коллегой, чтобы познакомиться и переводить. Я могу сразу перевести на русский язык, на татарский язык, а он мне на фарси. Да. خب اگر دوست شاعر رو نویسن داشتی بگید که میتونیم ما که الان جلسه از شاعرامون اینجا هستن دوستای شاعر خوبمون هم هستن آقای کذوزی هست آقای فاضل نظری هست آقای افشین علیزاده هست میشناسید آره گفتم بهش اینا رو Вот моя реклама. Моя книга. Последняя книга. Рубайлар. 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 Это значит рубаи. Да. Рубаи. А что значит лар? Это... Множественное число. Ага. Много рубаи. Да, да. Много рубаи. Много рубаи. Оставляю. من با هنرمندای خیلی زیادی در ارتباطم شاعره رو معرفی کردم دوستای هنرمند مجسمه‌اش رو ساختم Вот журнал, это музей. Я сделал литературный музей. یه موزه کوچولوی ادبیات هم میگه خودم درست کردم Там татарское, зарубежное, арабское, много-много. Все в мире. وارد جمع شده باشه وقتی که میره بیرون افکارش که تو ذهن اینو بگو Он сказал, что Достоевский говорит, когда человек уходит, одежды важно. А когда он переходит, умные такие вещи. Да, книги. Да, книги. Я сувениры, книги, подарки, статуэтки разных народов я собираю
Я объездил 13 стран. Был Саудовская Аравия, Дубай, Турция, Франция, Италия. Объездил? Вот в Иране не был. Там, говорят, там война, прочее. Я не боюсь. Я был солдатом. Я не боюсь. Я хочу увидеть Иран. Я хочу приводить. Это наш сосед. Это наш сосед. Я зовут Бесад. Бесад. Бесад? Да. Бесад. А Ахмед? Ахмед. Иран сейчас очень спокойно. Да, хорошо. Хорошо. Да. Вот здесь видите написано. Ахмед Затар, Хаям, современник. Подтвердите. То есть многие газеты писали. مقالش نوشته احمد ستار اسم خودشه خیام خیام جهانشوی خیام Спасибо вам большое. Да, вы видите, как возьмите. Выставка Иран, Армения, еще какая-то страна. Сербия, да. Где наша землячка? Ушла уже. А где Татарстан? Татарстан что-то нет, надо спросить у кого-то. Да. Реально знаю эти цифры. А сейчас я что-то вам назвал, потом мне скажешь, а вот вы мне говорили на выставке то-то, то-то. Я скажу, ну я вот тогда вот ошиблась, назвала вам это. Мне этого не хочется. Не хочется. Хорошо. Да, чтобы мы сейчас тоже над этим ломаем голову. Часть уже нашего архива мы тоже представляем в интернете. И хотя бы тоже выпускаем книгу, сейчас книга будет для тех, кто будет был у нас. Ну да, к сожалению, поэтому у нас вот такие хаосы и выглядят и тому подобное. У вас А то добро Закрытый, сейчас надо. Есть какая-нибудь рекламка или что там у вас? Что вы раздавали? Сейчас. 3D экран. О, спасибо. Пожалуйста. Ладно, берешь? Спасибо. А не знаете, какие пакеты? Сейчас. Еще чай налили, да? Девушка, на камеру вниз. Прекрасно. Как вас звать? Он вообще живет. Турция. Не Иран, не знаю, будет Иран? Будет Иран? На Курбан-Байрам в Москве. Да, да. Вот. Все приедут туда, потому что помогали финансово строить. И будет официальное открытие. Президент будет Путин, наш Собянин, ну и муллы из со всей России будут. Все муфти. Такие люди молятся на полу, газетку или там намазать.
А я в моих мемуарах, которые я пишу, да, завтра принесу письмо, которое мне из Ирана друг прислал, который хочет перевести мою книгу на фарси язык. Да? Но мы не говорили о рубаи моих, мы говорили только о мемуарах. Мемуары метода для Кремля. И там много я пишу об Лал Бахадур Шастри, пишу о премьер-министре Индии, и много пишу о Реза Пахлеви. Я их обслуживал, в Кремле обслуживал, потом с ними летал на Дальний Восток вот, и проводил их. Целую неделю я с ними ездил, обслуживал это. А он же был генерал, так ему показывали, Брежнев показал ему военное учение на Охотском море. А я служил в Германии, потом нас перебросили на Дальний Восток. Там успокаивают китайцев. Так вот, меня уже договорились о встрече со мной, значит, заставы, где я служил. Так? Ну, потому что жена Лал Бахадур Шастри, этого Реза Пахлеви, заболела, и надо было ее провожать до Еревана. Она отдельно улетела. Вот. Потом сказали, что это просто у нее женское дело. Была война между Пакистаном и Индией, то наша страна была страной перемирия. Так? В Ташкенте это было. Я главный был по мусульманскому Востоку. Вот. И когда подписал мир, Шастри, Лал Бахадур Шастри, премьер-министр Индии, то моих официантов и меня арестовали с отравлением. И 6 часов мы в подвале. Зиндан. Зиндане, наручник, да. А потом обнаружили, что у него был инфаркт. От радости, оказывается, сердечник может умереть от радости и от горя. Он просто подписал мир, да, и ночью 3 часа умер. Вот. Это был Ташкент. Вот. А тут уже все американское радио, газеты вышли, да, отравлен, ведется следствие, мама в Москве, инфаркт у нее тоже, мама болеет, отец говорит. Бахадур, извиняюсь. Классическая, да, как Достоевский, Чехов. Но, Толстой, да? Конечно. Чехов. Новую неизвестно, к сожалению. Вы сколько пробудете в Москве? Еще из новых, еще... Сейчас не помню. Ну, Распутин, наверное, такие как раскрученные писатели. А Солженицын, не слышен Солженицын? Да. Солженицын. Да, тоже известно. Солженицын. Да. Значит, надо сказать ему, значит, у нас в Москве есть татарский культурный центр, тюркский. Да. Тюрки. А вот. Ну, он считается как общемусульманский, общетюркский центр. Да? И там постоянно концерты идут, постоянно концерты, мы проводим большие савантуи, национальные праздники. Ураза Байрам, Курбан Байрам. Во время поста мы концерт нет, Ифтар. А когда бывает праздник, уже можно танцевать. И во время Рамазана у нас идет ифтар. И каждая мусульманская страна проводит ифтар. Один день. Они Иран тоже проводили же, Иран тоже проводил. Да, помню, вы же проводили, вы тоже Иран был. Вы были. Знаете, вот это. По Парк Победы. Да. Там были вы, да? Да, я был. Да, я тоже был. Иранский. Вы долго пробудете в Москве? Неделю. Неделю? Да, через неделю. Потому что это нас касается. Я много пишу о мусульманских странах. Об Иране практически. А это хорошо? Вот. Там я был знаком с начальником протокольного отдела иранского посольства Вахаб. Мы с ним дружили. Это было давно. Это было 68 годы. Я дружил с ним. Ходили на татарские концерты мусульманские. Ходили так с ним. Да? Вот. И он уже немножко говорил по-русски. По-русски говорил. И когда мы организовали в вашем посольстве, я представлял, я делал Советского Союза, а он, мы вместе составляли меню. Меню, чтобы там свинины не было. Да? Ладно, еще раз ваше имя. Имя еще раз вас. Меня зовут Бехзад. Бехзад, да? Да. А сколько ваших сестер-братьев есть у вас, сестры-братья? Что это?
Сестра, sister, brother. Да. Один брат, он работает врачом в Минске. Два сестра. Два А у меня, значит, одна дочка и две внучки. Одна внучка 12 лет в Казани живет. Она изучает арабский, английский, татарский и русский. Вот, уже говорит. А моя дочка, она окончила Казанский университет, арабский, английский факультет. Вот она, сейчас она в Финляндии работала 4 года, в американском колледже преподавала английский. Вот она. Вот. А сейчас она временно живет в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Еще потом опять поехала. Там советских всех выселили. 1000 человек выселили. Конфликт. Моя дочь попала тоже. 1000 человек там всех. Первый год ее работодатель задержал, она хорошо преподает и так далее, да, квартиру дали ей, а потом второй приказ, всех русских. Она говорит, я мусульманка, я не... Она уходит уже время. Да, она говорит, я мусульманка, я татарка, все равно, ваши деды воевали с нами, все. Целый выезд 1000 человек. Приятно. Майк есть моему сыну? Майк есть? Есть. Мы сейчас не достанем. Если завтра придем, то достанем. Придем. Приходите. Вы сегодня целый день были здесь? Да. Мы подошли. О, какая толстая. 2 кирпича. Красиво. Так, можно рекламу взять? Ну, я не знаю, я могу обсудить с нашими главными. Я думаю, что вам разрешат. Спасибо. Давайте я... Да, скажите, именно это. Потому что я детскую хочу. У меня детские стихи вот, с рисунками. Хорошая идея.